Самые тяжелые гонки — это когда ты хорошо бежишь и попадаешь на пьедестал. Я хотел стать танцором, отдыхать, вкусно кушать и спать. Спортсмен из Удмуртии Александр Корнев стал чемпионом России по биатлону. Мы проведем с ним день и узнаем немного больше о жизни спортсмена. Вы уже стали чемпионом России. Поделитесь своими эмоциями. Это была какая-то отработанная, может быть, тактика, или это стало большой неожиданностью для вас? Не знаю насчет неожиданности, но это было классно, интересно. Вот. И достаточно еще интересный формат гонки был. Это был масс-старт большой. И как раз в такой гонке победить, выиграть, это было классно. И все, на финише попытался еще сделать что-то интересное. Это не всегда получается, не всегда время позволяет, потому что обычно это ты не первый, и соперники. И даже если ты первый, то это обычно какие-то, уже финишные разборки, на которых не получается что-нибудь такое интересное сделать. Это получилось как какая-то такая, как игра, что ли, какое-то шоу. А как оцениваете свое выступление на ижевской винтовке? В принципе, не скажу, что оно плохое, но особо не буду жаловаться. Нет, хорошее выступление, и это выступление какие-то даст возможность там к Златоусту правильно подготовиться. Вот. Но, наверное, больше всего это стрельба расстраивает. То есть я в последних 2 гонках плохо стрелял, и, в принципе, все, что мне мешает, это стрельба. Так что... Кого можете назвать своим кумиром? В биатлоне или в спорте вообще? Вообще, как бы, с биатлона взять, это, наверное, Шипулин Фуркат. Вот. Так мне очень из таких крупных спортсменов, это, наверное, баскетбол, это Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Я как бы про них смотрел и про Леброн Джеймса книгу читал. Конечно, Саша вырос, он сильный парень, он всегда был сильным парнем. Была нестабильная стрельба, но вот нынче действительно более-менее стабилизировал свою стрельбу, и результат не заставил себя ждать. Он стал и чемпионом страны в масс-старте, и у него была еще и личная медаль в суперспринте. То есть все вообще начинается, вся работа именно с тира, именно с холостого тренажа. И когда ты тоже только приходишь в биатлон, все начинается с холостого тренажа. Тренаж, в принципе, это холостая работа с винтовкой. Мы моделируем работу, которую делаем на рубеже. Вот. И она, в принципе, помогает решить много проблем и много ошибок, которые допускаем. Заготовка. То есть вставляем обойму, закрываем затвор и уже поехали работать. Концентрация в свое же время, устойчивость дополнительно, все это тренируется именно здесь, именно в тире. 20 минут — это то время, когда ты можешь находиться в полной концентрации и в работе. После 20 минут ты хочешь отдыхать, вкусно кушать и спать. В вашей семье нет спортсменов, вы единственные. Как вообще вы пришли в спорт, в биатлон? Вообще, как бы, да, у меня никого нет ни спортсменов, ни даже близко связанных со спортом. В биатлон я пришел, получается, так, что мы находились это был начальный класс, это 2 класс, и первоначально к нам зашел в класс вот мой первый личный тренер, это Александр Николаевич Пашкин, и он сказал просто всем нам, ребятам, кто хочет, пойдемте на секцию. И на секции, наверное, там просто был играть в футбол, немного кататься на лыжах. И вот как-то мы пошли, нас завлек футбол, наверное. Поступив сюда в школу, где сейчас тоже достаточно много детей занимается, это с 8 по 11 класс, вот тут уже начался тот самый биатлон. Вот биатлон все-таки в вашей жизни он был не всегда. В детстве наверняка кем-то другим мечтали стать. Я хотел стать танцором, чисто из-за того, что было много сериалов. Профессиональный спорт — это всегда не только физические нагрузки, но и психологические какие-то нагрузки. Сложно же порой бывает. Я в прошлом году работал психологом специально, то есть целенаправленно мы с ним, с ней пытались подготовиться, и чтобы она мне давала просто инструменты, которые помогут мне, в принципе, помогли немножко контролировать себя и свои эмоции. Вот.
Вы очень эмоциональны. Ну, наверное, как многие скажут, что с виду максимально спокойный, но внутри, да, то есть, когда это все вырывается, не очень хорошо бывает. И еще хотелось бы какое-то пожелание услышать для поколения младшего, которые сейчас тоже готовятся стать великими, может быть, биатлонистами. Это, наверное, просто не сдаваться, вот, и любить то, чем ты занимаешься, дорожить. И, наверное, если у тебя есть большое желание, и ты на этом не останавливаешься, то я думаю, что кто маленькие детишки сейчас где-то бегают, то они обязательно станут олимпийскими чемпионами.